Ассаламу алейкум. Тайсон, здание. Алиэкспрессом запахло. Мы сюда не болтовать пришли. Азамат — это нелегкий соперник. Я уверен в своей победе и уверен, что могу его переехать, по возможности удосрочить. Смотри, чтобы тебя не удосрочили, Адос. То, что ты туда меня тянешь, это не говорит о твоем духе. Ты мне, честно скажу, мне с тобой подраться вообще не интересно. Базара нет, и я могу. Вообще спокойно. Газ, Давай, газ. смело. Как говорят в Казахстане, ехала. Советую проснуться и попросить прощения. Просто размажу его и все. Либо я, либо он. Пан или пропан. Я пришел сюда деньги зарабатывать. Тому пацану, который говорит, что я су, я язык вырву, если он будет дальше так разговаривать. Прикинь, вот эта сила попадет по лицу. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты спорт сүйер қауым. Мы вас приветствуем, дорогие дамы и господа, на официальной пресс-конференции предстоящего турнира, который состоится уже 9 мая на арене Дворца спорта имени Балуан Шолака. И в этот день мир спорта содрогнется, потому что это первый совместный турнир лиги Барыс Fighting Championship и Намат Fighting. Вас ждут невероятные противостояния, 3 титульных поединка. Все это 9 мая. Наш карт пестрит спортивными знаменитостями, поэтому приходите и поддержите своего любимого спортсмена. Это будет вечер настоящего мужества, силы воли и характера. Начало турнира в 17:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна на ТВ Live и Q Arena, а билеты пока еще доступны на ticketon.kz. Ну и хотелось бы пару слов сказать о тех, кто поддержал нас в этот вечер. Тасай Energy, твой надежный источник силы и энергии. Будь на высоте своих возможностей вместе с Тасай Energy. Это чистая энергия. Салам Бро, бургеры для настоящих чемпионов. Мягкая булочка, сочная котлета и тянущийся сыр. Все это в одном укусе. Салам Бро, отпразднуй победу со вкусом. Мы ждем тебя на Абая 91. Салам Бро, бургеры для настоящих чемпионов. Также Жана Пост. Купи товары из Китая по доступным ценам и получи их без проблем вместе с Жана Пост. Витаман – продукт номер 1 в Казахстане для усиления мужской силы. Витаман для настоящих мужчин. Намат парфюм – это не просто парфюм, это символ силы и успеха для тех, кто верит в свою победу и не боится быть лучшим. Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас, перед тем, как мы озвучим предварительной карты, в принципе, с кем мы пообщаемся и начнем, я бы хотел передать микрофон в руки президента лиги Намат Файтинг Мухамеджан Каназбеков. Прошу. Всем ассаламу алейкум. Добро пожаловать на очередную конференцию, посвященную турниру, который пройдет у нас 9 мая. Впервые в истории совместный турнир вместе с новой лигой, но довольно амбициозной Барыс Fighting Championship и Намат Fighting. Сегодня в гостях у нас представитель лиги Барыс Fighting Championship Диас Мырзахмет. Бәріне ассаламағалейкум. Осында отырған барша жігіттерге қош келіп, қош көріп жатырмыз. Таныс болайық, менің есімім Диас Мырзахмет, кәсіби актер, театр киносының саласында жұмыс істеймін. 15 жыл бойы осы мамандықта жұмыс істей келе, былай айтқан кезде біз спорт әлемінен алыс болған жоқпыз. Біздің актерларда, өздеріңіз білесіздер, спорт әлеміне өте жақын. Каскадерлар деген сияқты, және де сахнада неше түрлі қозғалыс іс-әрекеттерді спорт арқылы шығарамыз. Енді былайша айтқан кезде біз де спорт әлемінен алыс емеспіз. Алғашқы лигалардың бірі Алаш Прайд. Солай емес пе? Сол алғашқы лигалардың бірінен бері көріп келе жатырмыз. Бүгін мінекей Намат Файтинг лигасымен қосыла Барыс Файтинг лига чемпионынан чемпионшип лигасына келіп отырмыз, представитель болып. Бір жағынан айта кеткен кезде бәрінің сұрағы біреу болып тұр. Бұл Барыс Файтинг чемпионшип лигасының президенті кім? Бәрінде сұрақ. Ол сұрақтың жауабын өздеріңіз күтіп отқандай 9 мамыр күні кешкі сағат 17:00-де осы Балуан Шолақ аренасында бірге көретін боламыз. Әзірге құпия болып қалсын. Сол кісінің атынан мен келіп отырмын. Яғни Барыс лигасына бір нақты сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге тырысамыз. Баршаңызға рахмет.
Ну вот такой сюрприз нас еще ожидает. Друзья, ну тем временем мы, наверное, начнем нашу официальную пресс-конференцию. И прямо сейчас давайте поддержим спортсменов, во-первых, которые здесь сегодня присутствуют. Я расскажу, кто это. Наш вечер откроет первая пара. Это средний дивизион. Давайте их поприветствуем. Это Усен Султанов и Азамат Зло Бакытов. Вторая пара, которая выступит в полулегком дивизионе, Ернар Кусаинов и Куат Аймухамбетов. Третья пара – это полусредний вес. Адильжан Адос Сандыбеков и Тимурлан Барспирматов. Следующая пара в легком дивизионе – Дмитрий Камикадзе Яковлев. Он выйдет в ринг против Хумаюна Тухтамурадова. Но, к сожалению, сегодня Хумаюна нет, и этот бой страхует Саганай Шукур. Следующая пара – это легкий дивизион Сеймур Рзаев и Дастан Бекен. Шестая пара – полусредний вес. Бабур, он же Горилла Абдулазиз против каната Канского фестиваля Кульмагамбетова. Ребята, мы вас приветствуем. Давайте начнем нашу пресс-конференцию в формате вопрос-ответ. У нас здесь есть блогеры, инфлюенсеры, средства массовой информации. Прошу подходить к микрофону, задавать свои вопросы. Также бойцы. Можете пообщаться друг с другом. И если, как мы условились сегодня, аргументов словесных будет не хватать, у нас есть небольшой импровизированный ринг, он же яма. Мы можем сделать там в формате минутки, ну, так, знаете, немножко разогреть, во-первых, свой бой. И если нам показывают уже, что, говорит, по чеку будет насчет минутки, минутка, она для зрителей. Вы знаете, это как пробник вашего Ол боя. және өздерінің болашақтары үшін деп отырсыз ғой, да? Өздерінің бойларының жақсы өтуіне бір өзінің кері әсерін тигізбейді дейсіз ғой. Я, міндетті түрде, вот, Усен, ты же намекнул насчет вот, как раз оплаты, так сказать, за участие, да, минутки. Я хочу просто добавить, некоторые бойцы, может, знают, не знают, от нашего партнера, компании Витаман, приготовлен бонус за лучшую минутку на сегодняшней пресс-конференции. Ассаламу алейкум. Тайсон в здании. Если кто не из Казахстана, давайте со мной выйти на минутку. Уже, Любого. горячо, уже шоу начинается. Витаман Любого, всех кто не из замотивировал. Казахстана, только. Я не из Казахстана. Я Тайсон. Ты Тайсон Пошли на какой-то- минутку. Хочешь? Ты Подожди китайский сейчас, Тайсон, секунду. успокойся. Я вот когда сюда ехал, у меня брат сейчас в СИЗО сидит, и вот он просил, говорит, меня там не будет, но я 30 ноября должен был драться. И ну, единственное, что он сказал, он говорит, передай Майк Тайсону, что он китайский Майк Тайсон. Я же говорю. Брат, у нас, твой брат, наверное, в тюрьме сидит со своим глупостью, а я оригинальный Тайсон здесь. Пошли на минутку, хочешь? Алиэкспресс. Хочешь, я тебе покажу? Алиэкспрессом запахло. Так, ну это будет, конечно, сразу у нас, да, феерично, если мы начнем пресс-конференцию сразу же с минутки. Что там? Ну, Дух конечно, есть? это уже громкие Если заявления хватает у Тайсона. тебя. Дух есть у меня. Ты что, Давай. ты в моем духе сомневаешься? Пошли проверим твой дух. То, что ты туда меня тянешь, это не говорит о твоем духе. Это говорит о том, что у тебя не особо развит разум твой. Какой Да, тут ты особо... по какой причине меня туда Пошли тянешь? на минутку, пошли. Ну, Если ты хочешь, ответь на мой желание есть у вопрос. тебя, пошли на минутку. Ты на мой вопрос ответишь? У меня Тебе вопрос слово нету. минутка, походу, сегодня снится Не, будет. Ты мне их уже просто 50 реально раз интересен сказал. твой ответ. Ты почему меня туда тянешь? А? Я хочу этого. Я думаю, это его Денег хобби. заработать, Твои денег хотелки, Деньги заработать. это хотелки шайтана, так что оставь это при себе. Сеймур, он хочет деньги заработать и все. Ничего Надо лишнего. было так и ответить. Ничего лишнего, Надо только было деньги. так и ответить. Easy money. За деньгами погонишься, себя потеряешь. Кто потеряет, кто не потеряет. Давай выйди на минутку. Что ты так? Так, друзья, ну, я думаю, минутка сегодня состоится. С кем состоится, мы это увидим чуть позже. Ну, а прямо сейчас я бы хотел пообщаться, наверное, с первой парой. И не то, что я думаю, у наших зрителей и средств массовой информации есть вопросы. Первая пара в среднем дивизионе, которая выступит, это Усен Султанов и Азамат Бакытов. Если есть для ребят вопросы, я прошу, пожалуйста, давайте будем задавать. Всем салам алейкум. Приветствую всех на конференции на матфайтинга. Первый вопрос Усену Султанову. Супер короткое уведомление. Иса Бегаев по информации лиги не смог приехать и не сможет выступить. Какие у тебя вообще ожидания на этот бой?
Ожидание драться как питбуль до конца. Вот такие ожидания. Больше не боксировать, чисто драться с ним. Все, больше нету, да, эмоций таких? Эмоции есть, сейчас дальше скажем эти эмоции. Что знаешь о своем оппоненте? Какие у тебя были мысли по поводу последнего боя против Мухаммедова? Думаю, перегорел чуть-чуть Азамат. А так Азамат хороший боксер. И человек видно по глазам хороший. Но в бою мы на это не будем смотреть, хорошие глаза у него, добрые или нет. Думаю, если он уже один раз упал, перегорел, и второй раз может перегореть. Она у него в голове сидит. Азамат, что думаешь по этому поводу? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бір рет құлап тұрдық, ол спорт болғасын болады, құлау да, тұру да, бұл жерде дальше жалғастыру маңызды да. Бір рет құлап тұрдық, енді беріліп қалып жатқан жоқпыз. Әрі қарай шығамыз, реванш болса, реваншты аламыз. Иншаллах, чтоб реванш ты забрал, брат. Мы будем по-любому болеть за тебя. А сейчас у нас бой только с тобой. Все. Вопрос также у Сену еще. Ты пришел сюда только за громкими именами или же есть у тебя амбиции на пояс? Я пришел сюда деньги зарабатывать. Больше ни зачем я сюда не пришел. Чеки и все. А есть ли имена на примете уже? Есть Азамат Бахытов. А кроме? Кроме Бабур. Алло. И тебя давно не было в боях. Как ты думаешь, твой простой скажется в лучшую сторону или же в худшую сторону в этом бою? Не знаю, если честно, я давно хотел еще в бары сюда попасть. Ну, я думаю, простой по-любому скажется. Ну, я не буду боксировать, я буду с ним драться по-любому. Там как улица будет у нас, казахский Товелец. Спасибо. Вопрос Азамату. Твой последний бой выдался, к сожалению, не очень удачным. Можешь рассказать вообще, что пошло не так? Ол бой жайлы ештеңе айта алмаймын, дайындық аз болды только. Оны рингте де айттым бойдан кейін. Дайындық аз болып қалды. И совсем незадолго до турнира у тебя имя сменилось, да, оппонента. Как на тебя это вообще сказалось и что ты думаешь по этому? Кішкене настройды сбивать етеді. Бір емес екі соперник ауысып кетті, Үсейін қабылдады. Дайындалдық, босқа дайындалған жоқ, шығамыз көрсетеміз өзімізді. Туылсем деп жатыр ғой. Туылысуды біз де білеміз. Туылсеміз. Руслан, у меня вопрос к тебе. Вот, когда ты услышал о том, что, к сожалению, оппонент в лице Иса Бегаева против Азамата Бахытова слетает, и предложение тебе поступило выйти на замену, незамедлительно ли ты это принял? Были ли у тебя сомнения, что ты там, возможно, не готов и так далее? Сомнений, если честно, не было. По-любому сразу согласился. Конечно, своими неохота драться, но раз карт надо спасать, я тут, подраться, посмотрим, как дальше будет. Дальше будем пахать после этого боя. Мы раз уже сюда зашли, что дальше только будем пахать, удивлять. Я бы хотел еще добавить, что некоторые, возможно, наши зрители могут путать его с Асаном Султановым, потому что они братья-близнецы. Да, кстати, я казахский борс 2, если что. У меня есть близнец, имейте в виду, это не Асан. Да, шынымды айтсам, мен де солай ойлап қалдым. Үсен мырза, Асанды көріп екеуіңіз бірдей екенсіздер. Да, очень сильно похоже. Да. Кім қойды саған бұл прозвищені? Азамат Бахытов. И вот еще один вопрос. Асан-то у нас уже дрался несколько раз, ты первый раз дебютируешь. Если сравнивать твои навыки именно с Асаном, как бы ты это оценил бы? Ну, навыки, примерно плюс-минус, мы близнецы у нас все одинаково, просто он больше пахал. Я не так пахал. Ну, имею в виду, у нас навыки примерно плюс-минус одинаковые. Просто чувство чуть лучше у него. Сіздердің екеуіңіз спорт айырмашылығы қанша? Кешірім сұрақ қойып өтсем да. Ол екеуіңіз қатар келдіңіздер ме спортқа? Жыл есебі бойынша? Вместе начали, да, вместе спорт? Начали спорт? Вместе начали. Он там, мы отдельно, всегда вместе никогда не занимаемся. Примерно он сколько там, уже лет или год, можно спросить? С перерывами где-то 14 лет, 13 лет начали заниматься. И вот так с перерывами занимались, бросали. Это уже большой результат, смотрится. Так, я прошу, у нас есть еще, кому ваш вопрос? Еще один вопрос у Сену. Как раз вот вспомнил, на просторах интернета был конфликт твоего брата с Мухаммедом Калмыковым. Интересно ли тебе противостояние после Азамата с Мухаммедом? Сначала надо Азамата пройти. Азамат это не просто не легкий соперник, опытный соперник, хороший, бьющий. Надо сначала его пройти, а потом уже думать о дальнейших. Он тоже кукурузу не охраняет. Ну, пройдя его, было бы интересно. Конечно.
такое имя, почему бы нет. Самое главное, чек. Любой чек можно даже с Конором Макгрегором идти. Самое главное, чек. Вроде, Исламбек вроде удивляет чеками, нормально вроде все. Не обижает. Спасибо, спасибо. Следующий вопрос, прошу. Ассалаумағалейкум, Азамат. Сен осыған дейін жалпы мейн картта өнер көрсеттің, ал бүгін прилимста өнер көрсетесің. Бұны жалпы сен өзіңе сын деп қабылдайсың ба? Ертең бара-бара мейн карттан орын алу қиын болып қалмай ма саған? Уалейкум ассалам. Сын деп қабылдағанда, сын деп қабылдамайды. Бұл сұрақ негізі маған емес, организаторларға. Жоқ, енді сенің жекпе-жегіне байланысты қойылады ғой. Жекпе-жек қаншалықты жоғары өнер көрсетсең, мейн картта боласың деген сияқты. Бұл соңғы жекпе-жегіміз, әлде мейн картта выступать етеміз ғой. Рахмет. Так, друзья, если еще есть вопросы для первой пары бойцов, вы можете их задавать. Прошу. Ты же вчера, Азамат, тоже насчет минутки говорили же. Минутку? Да. Сколько денег дадите, скажите, пошла Ну, жара. вот Мухаммеджан недавно объявил же за... Нет, это за лучший. А вот так за каждому, за каждый, кто минутку проводит, давайте чек без проблем можно. Нет, зарубить смотри, уже. вдруг сейчас вот Куат всех вызывал, что-то никто не согласился. Может, вы только одни сделаете минутку и заберете 100 штук. Не-не-не, здесь много людей, что вы. Хотя бы нам Ты чё? чек предложите и let's go сразу. Ну вот, как раз есть возможность забрать чек. Ну, сколько дадите, скажите, и let's go сразу. Это вопрос к Мухаммеджану. Мы никогда не закладывали какой-либо дополнительный чек за минутку, то есть это по желанию. Если у вас есть интерес про загреть... Давайте или минутку что-то в этом только роде. здесь. Там вообще неудобно. Вот здесь я минутку сделаем. Наоборот, там, мне кажется, очень удобно. Здесь будете скользить. Нет, там на туре травму получим. Это Здесь... Ты видел карате-комбат? Я видел, но он там слишком маленькое, во-первых, место, там травму по-любому, головами ударится, по-любому зарубят. А вот здесь можно подвигаться хоть чуть. Давайте вот здесь минутку проведем, одну. Ну, если интерес есть, можем и здесь попробовать. Давайте Азамат, здесь, вообще да. синдахалай. Кет, газ. Мы как-то здесь сделали просто ковролан. Давай, дадим шума, хатрах. Ана жігіттер хаттырақ қошеметір қойсаңыздар алдарыңызда. Минутка. Усен Султанов, Азамат Бакатов. Время. Уақыт жігіттер. Можно қошеметір қойыңыздар. Ну да, надо поддержать. Это первые спортсмены, которые открыли нашу минутку. Давай, Сеймур, с Куатом выйди на минутку. Я не знаю почему, но боец вот из Казахстана, да, вот, я извиняюсь, два бойца с России сидит, и он говорит, кто есть с России, кто готов выйти, и что-то, не знаю, как это понимать. Да базара нет, и я могу. Вообще давай, спокойно. газ, газ, Смело. Как говорят, Дмитрий. ехала. А мы до вопросов сегодня дойдем, нет вообще такой. Мы как раз плавно переходим к следующей паре. Это как раз вот если ты объявишь. Гернар Хусаинов и Куат Аймухамбетов. Но сейчас у нас на минутку, по-моему, да, собирается у нас Дмитрий с Куатом. Мы сюда не болтовать пришли. Ну, я думаю, Дмитрий заслуживает аплодисмента. Вышел все-таки. Конечно. Тем более Куат с самого начала конференции, он хочет минутку. Ну, как бы надо выпустить пары, а уже потом общаться. Алдықтар тағы да бір қошеметір қойық, тағы да бір бойға әсер болсын. Дайын. Время. Кет.
Стоп. Ну что, аплодисменты бойцам. Куат, я надеюсь, ты выпустил свой пар. Куат молодец, давайте похлопаем Куату, он тут всех тянет, Зарядил, он рвется, всех, делает он тут всех реально зарядил, шоу. зарядил сегодняшнюю конференцию. Друзья, давайте продолжим, не будем, как говорится, смещать фокус, да. Вторая пара — это Ернар и Куат, и если есть вопросы, я прошу, подходите к микрофону и давайте будем их задавать. Еще раз всем салам алейкум. Хотелось чуть-чуть отклониться и без пары и задать вопросы Мухамеджану. Мухамеджан, как всегда, собрали шикарный карт совместно с новым игроком Борис Файтинг. Хотелось бы узнать поподробнее об этой вообще цели и совместном турнире. Поподробнее именно о предстоящем турнире? О цели, истории вообще, да, предстоящего турнира. Ну, смотрите, вы знаете, какой карт обычно мы собираем, верно? И считаете ли вы, что данный карт лучше, чем наши предыдущие? Лучше ведь? Да. Соответственно, это как раз благодаря тому, что мы проводим определенный совместный турнир. Плюс мы всегда очень дружелюбны на рынке, то есть мы находимся в одном регионе, в Казахстане, когда появляются новые игроки, мы всегда рады им, потому что, во-первых, это здравая конкуренция, во-вторых, мы помогаем друг другу. И когда изъявили они желание о том, что вот они вступают в новый рынок, будут также масштабно проводить свои турниры, так сказать, произошла определенная синергия, мы нашли точки соприкосновения и решили провести этот турнир вместе. То есть это пока что единожды, да, турниры? Да, это и для нас первый опыт, когда мы подобное проводим. Не знаю, покажет время, как будет дальше. В любом случае, у каждого есть свои определенные планы, и будет видно уже после турнира. Когда нам ожидать вообще следующий турнир именно на мат-файтинг? Следующий турнир, я думаю, можно ожидать в июле месяце. В Алматы? Пока еще не точно, возможно, Астана, возможно, Алматы. И с этими городами у нас каждый раз бывают определенные сложности. Мы планируем одно, по окончанию появляются определенные обстоятельства, из-за которых мы не можем провести турнир, и приходится вновь проводить в Алматы. А так, конечно, мы заинтересованы, так сказать, проводить в разных регионах, городах. Главное, чтобы наше требование полностью могло быть исполнено в виде там, инфраструктуры. Недавно у вас прошел второй этап в формате Гран-при на мат-рестлинг. Видели новые в социальных сетях, что планируете выходить в турнир за пределы Казахстана, да? Верно это? Да, так сказать, я думаю, что этот год будет определенный, такой переломный и для намат-файтинга, и для намат-рестлинг, потому что мы уже планируем в ОАЭ провести следующий турнир намат-рестлинг в августе месяце. И также по намат-файтингу у нас есть определенные планы выходить в страны Персидского залива. Переговоры сейчас и ведутся, и дай бог это все получится. Недавно, кстати, видел ваши сторисы с Нурдавлатом, где вы были в Катаре. Как-то это связано именно с намат-медиа? Да, это как раз и определенная была цель. Основная цель нашей поездки туда были определенные переговоры по проведению турниров именно там. Спасибо. Все вопросы Мухамеджан задал вроде. Спасибо. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, прошу. Сейчас пара Ернара Хусейна, правильно? Да, все верно. Ернар, салам алейкум. Алейкум ассалам. Ернар, такая же ситуация у тебя произошла, как и у Азамата, замена соперника. Твои мысли вообще насчет этого? Барлықтарыңызға ассаламу алейкум біріншіден. Бойға аз қалғанда соперник ауысты, қуатты беріп тұр. Вообще настрой өзгермеді. Бұл претендентский бой, сол қалпы, бұйыртса ұрамыз. Ұралсаң ұрасың ғой енді. Қуат. Ернар, мен сені ұтамын сені, ойланбай ұтамын сені. Қуат, сен не үшін келгеніңді ұмытпасашы, екеуміздің мақсатымыз екі түрлі. Белбеуге дейін бару үшін келдім мен. Сен мына жақта хайп үшін келсең, біз басқаша мақсатта отырық бұл жақта ше. Хайп мен. Боймен ғой. Сен андай медиа байыстарға, либо СНГ-ның байыстарына секіріп, вызов тастап. Тайсонға без разница, брат. Медиа ол, медиа емес, СНГ ма, там, Америка ма. Болды. Мухамеджан, можно вопрос? Кто задает? Саги.
Да. Здесь. Мухаммеджан, походу, этот витаманды қуатқа ерте беріп жүрген сияқтысыңдар ғой. Ну, сол что-то жарып жатыр сол. Кстати, я бы хотел бы тоже внести ясность по данному поединку. Все видели в анонсе нашего полного карда, что соперник Ернара должен был быть Бектас, но по определенным изменениям он сейчас выбрал иной путь развития своей карьеры по профессиональному боксу с новым менеджментом, и пришлось, так сказать, нам найти замену. Также, я, если не ошибаюсь, ты же первый или второй какой номер рейтинга? Екінші номерде тұр. Екінші номер рейтинга, да. И получается, это вот идеальный оппонент, который, победитель с парой который будет драться следующим за титул. Да, как раз вот о титуле. Ернар, ты сейчас идешь с рекордом 3-1 и серии 3 побед. Какие планы у тебя в случае победы над Куатом? Готов ли ты к титульному шансу? Дайынмын мен. Дұрыстап, дайындалып келсеші. Коротко и ясно, да? Ернар немногословен, да? Ернар 10 рет отжимание емес, сен 15 рет жаса, түсіндің ме? 15 рет. 15 рет жаса, тағы да 15 рет қос. Сөйтіп женесің да? Қуат, сен серьезно. Аренада, рингта ответка басқаша болады бұл. Жоқ, саған подход айтып жатырмын да, сен подход түсінбей жатсың да сен меніңше. Турникке ше 10 рет емес, 20 рет тартылды. Түсіндің ме? Сөздерін түсініп жатсыздар ма мынаның негізі? Қуаттың сөздерін? Мен дұрыс жағынан айтып да, просто ше оған. Түсініп жатсыздар ма? Что-то басталғалы бері ана серьезно витаминді ерте шығып қойды ғой деймін, что-то. Мына жақта жарылып жатыр серьезно ше. Маған бір қымыз берсең болды, маған витамин керек емес. Сен чисто шоу жасау үшін. Қымызды негізі ерте ішіп алдың ғой деймін, Қуат әрқашан сондай ғой. Дайындалып келем ғой, серьезно, всегда қымыз. Байқай, ішің өтіп кетіп жүрмесін, рингтің шығатын кезде, именно бойға шығатын кезде жоқ болып кетіп жүрмесін. Жоқ, ол қымыздың темасын түсінбейсің, мен саған түсіндірейін ба? Жаңағы сияқты түсіндірейін ба? Болды. Қуат, бұяқта негізі конкретно бойдың әңгімесі кетіп отыр. Қымыз деп чаймай қойық. Болды, дайын болсаң болды ғой, газ бұйыртса. Білесің ғой, бізде вообще отказ жоқ. Отказ Тайсонда да жоқ, бауырым. Ол сен дұрыс жағынан түсінді мені ше? Дұрыс жағынан ше? Жаңағы мен бір күн бұрын қабылдай салдым мен бойды. Тайсон көрдің қымыз ішінде ішеді де барады да шыға салады болды. Сол сенің қателігің. Бойда көреміз. Құрметті жанкүйерлер, құрметті барша фанаттар, Намат файтингта ең қызықты, ең зрелищный бой біздікі болады. Бонус бар ма? Бонус болады. Вот бар деп тұрмын. Смело. 5 литр қымыз саған бонус жақсы бой үшін. Өз атымнан. Уже мне заряд кетті. Бізде бонус витаминнан және де қымыз Дастан Бекеннен. Қуатқа қатырақ қошемет ұрып қойықшы, шоу жасауға тырысып жатыр ғой, барынша өзінің энергиясын салып жатыр, орта жүрсін, толсын деп. Так, Вадим, ары қарай жалғастырсақ қалай болады? Также все заметили, да, никак не изменилась атмосфера при замене Биг Тайсона на Куата. Ернар, как ты думаешь, вообще ты рад этой замене, что именно вместо Биг Тайсона будет Куат? Негізі вообще соперникке недооценка жоқ қой. Любой соперникке бір немен шығамыз, настроймен шығамыз. Болды, ұру керек, кім болса да, рингта по-любому. Изменил ли ты что-нибудь в своем подходе на подготовку, вот именно с Биг Тайсона на Куата, ведь они совсем разные бойцы? Жоқ, екеуі де негізі бір қарап тұрсам, просто Куат левша болмаса. Сен айнаға тұр да, айнаға қарап тұр да, мен левшаға тұрамын ғой, дайындал үйде ше. Болды, сен сөйтіп дайындалып жүре бер өзің. Короче, екеуі де негізі бірдей боец, екеуі де перет етеді. Бұйыртса, Қуаттың именно бұйыртса. Иншаллах, бұйыртса айтайын, стопын қоямыз. Бізде стоп жоқ, бауырым. И, Ернар, еще вопрос. Ты выступаешь в 61 и в 65. Какая весовая для тебя предпочтительная? Ведь в 65 твой друг чемпион ислам, да? Я екі весада негізі. Бірақ, ағам чемпион мен, Улан. Бұйыртса 61-дің поясына қазір главный цель. 65-ке қазір секірмейміз. Дальше көреміз ғой, иншаллах. В случае завоевания, будете ли вы когда-нибудь драться с исламом или нет? Жоқ, вообще ондай жоқ. Ну и скажи свой прогноз по поводу боя Айдоса и Алмаза. Кто победит? Мен екеуін де танимын, екеуі де бауырым. Негізі араласамыз. Спаррингте істедік. 50-50.
Екі жаққа да айта алмаймын. 50-50 бой көрсетеді. Спасибо, спасибо большое. Один вопрос. Сеймур, Дмитрий, подскажите, вам хорошо переводит? Вы все понимаете, когда на казахском, да, общаются? Все отлично. Так, друзья, ну если есть вопросы еще к паре Ернар и Куат, вы можете их задать. Если вдруг нет, то мы, с вашего позволения, перейдем к паре полусреднего дивизиона. Это Адильжан Адос Сандыбеков и Тимурлан Барс Пирматов. Да? Иә, басты бойлардың бірі Адилжан Адос Сандыбеков және де Барс Темірлан Пирматов. Адилжан, ассалаумағалейкум. Ертең жекпе-жегіңе сәттілік. Біз сені жалпы кәсіпқой бокста және ММА-да көріп жүрміз, бірақ голый кулакпен жалаң қол төбелес дейді, ол жақта көрмей жүрміз. Ол жақтағы мансабыңды аяқтадың ба? Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум құрметті спорт сүйер қауым. Ассалаумағалейкум Алматы. Иә, мына жерде отырғаныма қуаныштымын. Мен негізі жалаң жұдырықта төбелесетін спортшымын. Және де жалаң ол мансабымды әлі де қойған жоқпын. Қазір кішкене өзгерістер карьерамда болып жатыр. Қазір кішкене боксқа ауыстым, соңғы бойымды бокста өткіздім. Және қазір міне өзіме жаңадан жаңа рингқа кіріп жатырмын. Жаңа ММА перчаткадан бірінші шығайын деп жатырмын. Сондықтан бұл мен үшін жаңа опыт, сондықтан барлық жақсы болады деген ойдамын. Бірақ жалаң жұдырықта әлі мені көретін боласыздар. Бұл жаңа ММА боксинг деп атайды ғой, бұл осы жақта дебют деп атадың, енді Тимурлан. Брат, понятно тебе все, можешь тебе на русском говорить. Я все понимаю. Понимаешь, да? Все четко, Все, не переживай. Брат, давай. Не переживай. Адилжан, болжамыңды айтсаң жекпе-жекке. Қандай план, қандай настрой, болжамыңды айтсаң? Бұл жекпе-жегіме әрине, мен айтып отқанымдай, жаңағындай, это новая ниша для меня, именно в бокс, в ММА перчатках. Я раньше таком не боксировал, но я думаю, это будет приятный опыт для меня. И я хочу здесь, в этой лиге, закрепиться. И вообще, в целом, когда я увидел карт, меня удивило, что я не в мейн-карде, но я не спорю, то есть дебют у меня, и, наверное, так решили организация, у меня вопросов никаких нет. Но после этого боя я уверен, что меня будут ставить только в мейн-карт, и для этого я в бою с Барсом сделаю все, что в моих силах, и я уверен в своей победе, и уверен, что могу его переехать и по возможности удосрочить. Смотри, чтобы тебя не удосрочили, Адос. Ты не удосрочишь меня, брат. Ну, я понимаю все, конечно, но тебя-то я точно удосрочу. Если я по твоей длинной голове попаду, придется тебе плохо, Адос. Выдержим, брат, посмотрим. Давай посмотрим. На минутку давайте посмотрим. Гоу, минутка. Ал жігіттер ашық атып өтсек, минутка бола ма бізде, болмай ма? Не вопрос, братья, минутка, захотите минутку. Капа есть, капа? Я без капа не буду. Сейчас мы съездим, возьмем. У нас здесь стоматолог, кстати, есть. Пацаны, это не смешно, да, в натуре можно и язык откусить себе без капы. Я знаю такие случаи, и обратно язык не пришьешь, да? Бізде осында капы бар ма, ұйымдастырушы орталығы? Вот когда ты на Альф Глобале был, там же на улице дрались же, без кап. В принципе, Мы на улице дрались, это совсем другой вопрос. Здесь чуть-чуть спортивный момент, как бы я могу подразогреть бой, я могу красиво сделать это, но по-любому вы должны предоставить мне, чтобы я свою безопасность в плане своих зубов и языков содержал, да, потому что мне это надо. Я же, если здесь зубы выбьют мне, вы мне сделаете, базара нет, но это же мои зубы, правильно? Вы же не будете ходить без зубов там, я не знаю. Это тоже неправильно. Немного времени дайте, сейчас будет капы. Я аккуратно не умею. Если я на минутку выхожу, я делаю до конца, я делаю жестко и делаю очень сильно. Поэтому я говорю, что нужна капа как мне, так и Адосу. Посмотрим. Как мне, как... Капы, без капы. Как мне, так и Адосу нужна будет капа. Я и за себя думаю, и за него думаю. Я могу без капы, брат. Ну, то, что ты без капы можешь уходить, не знаю, это несерьезно. Барс. Что ты сказал? А ты что, во мне сомневаешься, что ли? Пусть капы принесут, я тебе покажу, кто сыт. Я сначала с ним выйду, потом с тобой выйду, если ты такой громкий. После меня, брат, отдых нужен будет немного тебе, большой. Немного или большой, ты определись для начала. Большой. Большой? Ну, посмотрим, кому из нас нужен будет отдых. Когда, и сейчас кому из или нас 9 я мая? язык вырву.
Язык вырвешь? Тому пацану, который говорит, что я ссу, я язык вырву, если он будет дальше так разговаривать. Давай, давай, ждем капу. Или без капы. Капу несите. Я тебе покажу, что такое минутка. Настоящая. Пока что можно пару вопросов сделать здесь. Вот как раз. Салам Да, алейкум. совершенно верно. капа келем дегенше ары қарай сұрақтарыңызды бірден разыграй беретін жалғасып кетейік, бірақ ұмытпайық, бізде қазір капа келе салысымен бірден бой минутка жалғасады. Қошемет тұрып қояйық, бірден Темірлан және де Адилжан дос. Иә, ары қарай сұрақ. Да, у меня как раз по теме вот минуток, только когда начиналась конференция, сказали Барсу выйти на минутку, он сказал: пацаны, проснитесь, прежде чем вызвать меня на минутку. Походу все проснулись, да? Да, повторюсь, кто вызывает меня на минутку, пусть проснется и попросит прощения, потому что Звучит потом как уже вызов, будет поздно. а оказалось, что тебе капа нужна, брат. Капа, несите капу, я тебе покажу все, что могу. Так, у вас есть вопрос? Я много болтать не буду, я просто говорю: капу дайте, я сделаю красиво. А там без капы, не без капы, сышь, не сышь, мне там ваши левые разговоры не интересны. Если хотите видеть, несите капу сюда, я вам покажу. Если нет, то нет. Темирлан, сейчас капа придет, пока мы можем вопросы продолжить, и после вопросов, как пока капа подойдет, мы продолжим. Да, отступим. Тимурлан, добро пожаловать в Казахстан. Приветствую, ассаламу алейкум. Хотелось спросить, ты ранее уже выступал на местной арене? В Казахстане это будет мой первый бой, я не выступал здесь еще. Это мой дебют, как бы. Что могу сказать? Прилим кинули. Не очень, конечно, по кайфу, Исламбек, где ты, блин? Но я скажу так, если бы меня не было в прилимах, никто бы их не смотрел. Я думаю, Бабур бы точно оспорил бы. Он всегда в мейн-кардах дерется тоже. И в главных боях. Ну, я говорю лично за себя и мое мнение. Не можем не спросить про Альф Global Reality из первых уст. Можешь ты вообще рассказать и дать развернутый ответ по твоей ситуации из первой серии с этим пацаном? Что случилось? Ситуация такая была, да, пацан как бы много лишнего допустил, к нему отношение было уже не такое, как раньше, как бы с ним разговоров много не было. Он приехал на виллу через другого человека там, и в момент, когда я ему сказал, что я не хочу с ним разговаривать, так как он много некрасивых поступков в мою сторону сделал, он меня развернул с матами, короче, обратился ко мне. Кто со мной с матами будет разговаривать, оскорблять и так далее и тому подобное, никогда не уйдет без ответа. По-любому он получил и ответил за свои поступки. И вопрос вот по бою. Твой соперник — это один из лучших бойцов топ-дога кулачной стези, да, нашего поп-ММА и вообще ММА. Поделись своими мыслями о предстоящем бое, сопернике и вообще что думаешь о нем? Знаю Адильджана Адоса с топ-дога еще. Я знаю, он очень давно там выступает. Честно говоря, еще когда я только-только начинал, он уже там нормально закрепился, как бы. Я смотрел его бои. Я не отрицаю этого, мне не стрёмно это говорить, но я скажу так, я сюда приехал не телячьи нежности показывать, а конкретно раскручивать бой, делать красивый трэш-ток и показывать зрелищные бои. К Адосу нету никакого неуважения, я знаю, он достойный парень, и достойный боец, я точно такой же достойный парень, достойный боец, я могу выходить и красивые бои делать. Насчет него скажу, бой может быть абсолютно по-разному проходить. Один может упасть, второй может упасть, кто-то может проиграть, подвернуть ногу. Это разницы не имеет. Главное выйти как мужчина и красивый бой показать. То, что мы здесь делаем, это делается для зрителей. Но конкретно спортивный, мощный интерес я имею к этому человеку. Өте жақсы, Темірлан айта кетті. Дәл осы сұрақты Адилжанның өзіне де қойса қалай болады? Енді кішігірім қазір мінекей Адилжан жайлы өз ойын пікірін айта кетті. Адилжан, сен де қарсыласыңды зерттедің ғой. Мысалға Темірлан жайлы өз ойыңды осы жаққа ортаға білдіре кетсең, қаншалықты алдағы бой қызықты өтеді, немесе қаншасы раундта жеңем деген ойың бар деген сияқты ойларыңмен бөлісе кетсең. Я мен Темірланды, когда мне сказали, мен қарадым, сосын ол ауысып кететін жағдай болды, бірақ барлық жақсы болып, әйтеуір осы бой сақталды, сондықтан да осы бойды болады. Және де біз командамен, тренермен қарадық, ал әлі де қарау үстіндеміз. Жақсы жігіт, напористый, ведет вперед, то есть я ничего не имею, как он говорил, но уважение и все так далее, это после боя, и я намерен победить, уверенно, чтобы закрепиться в этой лиге и продолжить дальше свой спортивный путь.
сенің ойыңша енді әрине жеңіліс ешқай спортсмен жеңілгісі келмейді, бәрінің ойы тек қана жеңіс. Өзіңе сұрақ, бір қандай да бір план бар ма осынша бірінші раундта немесе екінші, үшінші раундта бір қандай да бір бойдың түрімен жеңем деген сияқты, түріктің түрімен? Жеңіс қой план, брат. Ең Қай басты раунд? план жеңіс. Мейлінше бірінші раунд болсын, тырысамыз. Бірінші раундта, екінші раундта, үшінші раундта пачкам болса пачкам, главный маған жеңу керек. Тамаша, Аділжанға бір қолдау болсын, тек қана жеңіспен келіп отыр, осы картта керемет бой көрсететініне біз кәміл сенімдіміз. Подъехала Капа, да, по-моему? Капа на месте. Да. Ждем минутку. Ал, жаңаға сөздің арты енді қандай тамаша қызық. Ал бой басалам дегенше Аділжанға бір қолдау көрсететін жігіттер бар ма? Аділжан, Адос Сандыбеков. Және оның қарсыласы Темірлан Барыс Пирматов. Вакыт. Рефери Жуман Жумабеков. Ну что, небольшое объяснение правил. Время. Тоқтаймыз. Бойдың соңы, қайда жігіттер, қолдамайда, көтерші Время. Ну, слушайте, аплодисменты, да, обоим спортсменам. Было очень достойно. Очень хорошо подогрели интерес к своему противостоянию не только разговорами и речами, но еще и своим спортивным характером. Я думаю, что это противостояние определенно мы будем ждать. Халықтарыңызға рахмет, поддержканы бұйырса 9 майда бұдан да қатты жекпе-жек көрсететін деген ойдамын. Мен негізі айтайын дегенім ғой, ылғида қазақ бауырларымызбен шығамыз да, қазақтың жігіттерімен шығамыз. Мен айтайын дегенім осы шет мемлекеттен шыққым келеді негізінде. Көбінесе Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, СНГ болсын. Өйткені өзім өз жеріме, мысалы Ернармен қойды да мені. Ернарға мысалға мен шыны керек шыққым келмейді да. Ал өзіміздің басқа мемлекеттермен шықсақ мен кәдімгідей мотивациям үш есе жоғарыланады да. Маған негізі шет мемлекеттен берсеңіздер. Чемпион болғың келе ма? Чемпион болсам да, болмасам да шет мемлекетпен шықсам да болады. Чемпиондық амбиция жоқ, значит. Амбиция, енді келеміз ғой енді. Желательно негізі шет мемлекетпен шыққым келеді. Уақыт келеді. Уақыт келсе шыға беремін. Келеді. Бұйырса. Нам вопросы будут еще? Да, будут, конечно. Газ тогда. Мы видели в твоих соцсетях, что ты уже вызываешь на бой на голых кулаках в конце мая. Есть ли у тебя недооценка к своему сопернику и что ты выйдешь с этого боя без травм? Только Всевышний знает, как будет проходить мой бой с Адилем или с тем человеком, с которым у меня на голых кулаках должен быть бой. Абсолютно нету никакой недооценки. Есть лишь уверенность в себе и желание жениться побыстрее, короче. Бабки нужны, брат, бабки, понимаешь? И вопрос вот к организаторам и к ним же тоже. Они выступают в весовой категории 77 килограмм. Ошибочка была, 84. 84, да. 84. Подожди, как 84? Ну, нам сказали 84, или 77 выделить. 77. 84 сколько или ты 77? весишь конкретно? Достаточно. 77, газ, как и договаривались. Тогда как договаривались, пусть все до конца будет, правильно? Все. Все условия, которые были, должны быть выполнены. Тогда и от меня все условия будут выполнены. Если что-то где-то будет не выполнено, тогда и я тоже, соответственно, имею право не выполнять, правильно? О чем ты сейчас, брат? Не, я ни о чем, я вообще заранее говорю как. Ну, конечно, брат, это условия Ну в все, контракте прописаны, если ты с должны этим выполнять. согласен, Конечно, тебе я согласен. вопросов нету, есть только Отдышись, брат. момент. Все, говори.
Бізде вес қандай болды? Бастапқы келіскен вестер? Бұлар 77-ге келіскен екен. 77-ге келіскен. Енді қазір сол весте тұрмыз ба, жігіттер? Бәріміз? Аділжан? Иә, 77-те тұрмыз. 77. Тимур? Вес достойный, вес имеем. Да, они Нет, договорились. 77 вы хотите, да? 77, конечно. Договоримся, почему нет? 77, как и договаривались изначально. Я думаю, здесь лига профессиональная, и так что... Ну, если здесь лига профессиональная, тогда я думаю, пусть до конца все условия все выполняют. И все. Я извиняюсь, можно я добавлю? Условия с Саидом все обговорено. Барс Саид же тебя ведет, твой менеджер Саид. В принципе, все условия обговорены. Весовая категория 77 килограмм указана. Да, в курс дела все имеет у всех. Хорошо, Ну, да? отлично, Я Газ. не буду никого сейчас подставлять, некрасивые моменты делать в этой конференции. Я конкретно до конца здесь просижу, и все. Потом дальше уже, я не знаю, с Саидом обговорите, что вы там не договорились или договорились, я не знаю. Жақсы, бұл жауаптың шешімі бар деп ойлаймын. 77-де бекітілген екен, ол жақта тұрып қалмайық, ары қарай да жалғастыратын сияқтымыз. Сол себептен бұл қатты бір бас ауыртатын дүние емес деп ойлаймын. Ары қарай жалғассақ. Да, и вот как раз определились весовой, 77. Тогда вопрос такой, есть ли у лиги вообще намерение провести бой между Тимурланом Шашубаем или Васифом, между победителями этой пары? Давайте я отвечу. Во-первых, как вы понимаете, это совместный турнир. Здесь от каждой лиги предоставлено по 6 боев. Бой Адоса с Тимурланом относится к лиге Bars Fighting Championship. И, соответственно, Самат с Васифом тоже. И победитель этого боя, я думаю, будет интересно для меня лично. Это потом, чтобы подрался с нашим чемпионом, с Исой, Тандовским Исаевым, 70 килограмм. Но в 77 есть Тимурлан, которому мы запланировали поединок против Никархо на следующем турнире. Поэтому я думаю, что победители этой пары в следующем потенциале, конечно, могут драться с этими парнями. Ну и вопрос обоим парням, что ожидать от вас в этом бою? Мы увидели минутку, но что ждать нам еще в бою от вас? После боя вы будете думать дальше, что этот бой не в мейн-карде. Я так скажу. В октагоне уже вот таких вот склонов не будет. И ничего мешаться, чтобы он упал нормально на пол, не будет. В бою вы все увидите. Мне очень интересно, как вы будете потом говорить после боя. Спасибо. Спасибо большое. Пожелаем ребятам удачи. Друзья, ну мы движемся дальше. Следующая пара — это Дмитрий Яковлев, Камикадзе, и Хумаюн Тохтамурадов, но его, к сожалению, нет, и страхует этот поединок Сагынаш Шукур. Поэтому, если есть вопросы к нашим спортсменам, пожалуйста, задавайте их. Пока ребята подойдут, я бы хотел внести определенную ясность. К сожалению, я сейчас не владею стопроцентной информацией, могу ошибаться, но наверняка есть люди, которые слышали про ситуацию в Дубае, связанную с узбекской диаспорой. И, к сожалению, там какие-то произошли разборки, из-за чего сейчас идут недопонимания между странами, между Эмиратами и Узбекистаном, что Эмираты теперь отменили безвизовый въезд для всего Узбекистана. И Хумаюн непосредственно, который там находился в это время, попал под этот, так сказать, под эти обстоятельства и, к сожалению, из-за них не смог сегодня прилететь. Но я хочу также пожелать, что из-за таких определенных людей, чтобы никак не менялось мнение о целой стране, и чтобы подобное разногласие, я думаю, побыстрее решилось. Спасибо. Дмитрий, здравствуй. Мы мало что знаем о тебе, поэтому хотелось бы послушать тебя. Можешь немного рассказать о себе? Добрый день. Да, конечно, могу рассказать, показать. Ну, уже показал, но не все, на что я способен. Дмитрий Камикадзе Яковлев, молодой проспект. Что сказать, выходец из борьбы, выступал в ММА, довольно неплохо. Так вообще база борцовская, вот, но спешу заверить своих соперников, что в ударке, в боксе тоже все будет ништяк, потому что вот всю жизнь, представляете, в дзюдо броски идут. Вот, сбоку бросаешь, да, целую тушу человека. Прикинь, вот эта сила попадет по лицу. Так что не расслабляйте булки, ребята. Не пугай пуганные уже, Дима.
Ну вот я просто лично не пуганный вообще ни разу. Сейчас напугаем, Дим. Сагнай, а ты что-нибудь знаешь о Дмитрии? Первый раз вижу его. А можно мне, В кстати, жизни соперника-то первый раз. показать? Я его еще не видел. А то общаемся. Вот, все, будем знакомы. Ну, Дмитрий, чтобы ты понимал, это не 100%. То есть вероятность того, что Хумаюн будет присутствовать в 9 мая здесь, в Алман-Шилаке, большая. Но в любом случае есть определенное пока недопонимание, как обстоятельства будут складываться. Поэтому спасибо Сагнаю, на самом деле, что также инициировал свое желание выйти на замену и быть, так сказать, запасным в случае такого вот именно разворота событий. Да, вообще без проблем. Блин, мне вообще без разницы, когда, с кем, где. Как говорят у нас, у меня духа вагон и маленькая тележка. Да, Дмитрий, вы сказали, что выступали по ММА. Хотелось бы услышать, в каких лигах вы вообще выступали? Где мы могли вас увидеть? Я выступал на ММА-серии Open FC, ACA Young Eagles. Также еще в вашей лиге Казахстана Алаш Прайд. В местных лигах Армении Multifight Championship. В Кыргызстане Эртымаш. Рекорд какой у тебя? 6-8. Так что нормально все. Все хорошо. Опытные. Сагнай, что думаете по его рекорду? Не удивил меня вообще. Я и не собирался. Давай, Вопрос-ответ. Подожди, по времени. До тебя сейчас дойдем еще. Ассаламу алейкум всем. Шукур Сагнай, универсальный солдат. Вообще я приехал сюда за Марселем. Марсель Воздухан. Как видите, его нету. Он не присутствует здесь. Исламбек, что там за братишку пару слов, может, скажешь? Всем ассаламу алейкум, да? Насчет чего сказать? То, что его здесь нету. Кого, Марселя? Марсель по определенным причинам не смог посетить У эту него конференцию. причин много. И Нет, каждый раз. в принципе, Марсель, он никогда не отказывался, всегда приезжал же. По времени. Давай я подправлю тебя. Он не отказывался, но почему-то не выходил. Правильно? Он всегда говорит, там, любое время, но не соответствует сказанному. Насчет боя? Ну, насчет всего, может. Нет, не знаю, насчет боя он мне говорил, когда у вас на хардкоре по ММА должен был бой быть. Это не оговаривается. Ты там знаешь, почему там не было. Это за один день, получается, вот так же было. А так до этого сколько раз у нас планировалось, но почему-то на камеру герой. Я думаю, пока Марселя нету, не стоит, да, такие вещи говорить. Я ему это и в лицо говорю. Нет, понятно, в лицо Подожди, каждый может подожди, здесь, подожди. который сидящий, сказать. Ну, Подожди. как бы некрасиво будет. Если бы у меня не было боя с Адосом, как бы я плохо к нему не относился, я бы таких вещей не сказал. Честно сказать, я с Марселем как бы тренировался и так далее и тому подобное. Я как бы не хочу, чтобы такие слова в его сторону были. Всякое бывает. Каждый может приехать или не приехать, правильно? Всякие в жизни обстоятельства бывают. По-любому подерется, он со всеми дерется, с кем надо. Я точно так же могу не подраться с кем-то, если мне не понравятся условия, потому что я кормлю семью, я единственный сын в семье, я маму, папу кормлю. Если мне не понравится, я не соглашусь. Так Смотри, что разные обстоятельства Барс, могут быть. Как зовут тебя? Тимурлан, да? Тимурлан, смотри, я понимаю, это друг твой или брат, или как. Я понимаю, в принципе, за него заступаешься. Но сейчас на данный момент то, что ты за него заступаешь, это может быть оказаться типа международной розни. У меня нету такого. Какой международной розни? По времени, Да давай, абсолютно ничего такого не перебивай, да, слушай. Говорить умеешь и умеешь слушать. Смотри, у меня лично к нему есть определенная неприязнь, определенная договоренность, бой, который должен был состояться года 2 назад. Смотри, по поводу, поэтому я сейчас говорю, я говорил ему даже при всех, при камере, за камером, за пределами, я всегда это говорил. Сейчас я не перехожу на личности или что-то где-то. Конкретно по факту предъявляю по существу все. Так что я думаю, он самостоятельно, да, за свои слова и действия, я думаю, он сам может ответить. Самостоятельно-то он ответит, но пока Ну, его всё нету, тогда. я имею Брат, право. у тебя Я имею право. Нет, отвечать. ты, брат, не имеешь права. Я ты сейчас, имею наоборот, право. Ты сейчас, наоборот, принижаешь То, его. что ты сказал Принижаешь сейчас его. межнационально, это неправильно, потому Это что правильно, здесь разницы потому что- нету, это спорт, здесь нету нации, здесь нету ничего. Здесь спорт, только бои, только качественные, красивые поединки. Вот за спорт я конкретно лично. Ну с все, ним. смотри, я тебе так объясню, ты если и даже в лицо можешь сказать, если ты даже и в лицо можешь сказать, то это не означает то, что можно говорить и не в лицо, правильно? Я думаю, вот любой скажи, это... подправь, вот
подчеркни момент, где я неправильно сказал. Что, говоришь, что именно? Подожди. Воздухан, Подожди, что Лев тебя Толстой. задело? Воздухан. Ты говоришь Он воздухан, конкретно также воздухан. Лев Толстой, там дальше тоже На неправильные словах, слова да. бывают. Смотри, Да. Я поэтому влез. Я каждый момент тебе, каждое свое слово могу объяснить, почему Мне я так объяснять говорю. не стоит. Мое Ну ты дело если так не сказать понимаешь, просто. все, брат мой. Я все понимаю, поэтому мне не стоит объяснять. Мое дело, как Это- здесь сидящему это- человеку, сказать, как за него, так как его нету. Вы же за него говорите без его отсутствия, правильно? Это его без его проблема, отсутствия то, что также его- я могу за то, него что его здесь заступиться. не присутствует. Также, если меня не Темирлан. будет, он за меня заступится. И твой друг также за тебя заступится, когда тебя не будет, правильно? Я тебе Правильно. объяснил, почему я Минутка говорю. көрсетсеңдерші правильно? онда жеңдер. А? Минутка көрсетіңдерші. Все, я бауырлар, болды, все. Нормальный. Все, закопали. Все нормально, я без лишнего, без никакого-то неуважения. Не-не-не, просто- нормально всё. Просто мое дело было сказать, поймите. Все, что надо было, я все сказал. И Мотиватор бірдеңе деп отырмын. за свои слова я в ответе. Родной мой. Все, ассалаумалейкум, не обессудьте, перебью, да? Екеуі сөйлесіп жатыр, чабан не араласып отырсың сен натурин. Саған минутка айтты ғой, мана Айдос, шықпайсың ба? Минутка деп, не ортадан. Сен шықсашы мен, кеттік па? Подожди, тихо, по времени. долбан. Тихо, давай добавлю, подожди. Ануарбек, тоқтай тұр, бір минут. Так, стоп, друзья. Минутка. Идите, спуститесь оттуда, поделитесь, да. Ехала. Полный газ. Қуат, тыңдашы мені. Қуат. Тоқташ. Ануарбек, тоқтай тұршы, Қандай чабан мен договорю. тайсымын? Давайте. Қуат. Тыңдашы мені, сен натури бар ғой. Если говоришь, соответствуй, Қуат, сен жаңа айтып жатыр едің ғой, мен қазақтармен Өзі ғой бастағанда. Подожди, да слушай. Задний даю, что ли? Қуат, ешкім ештеңе бастаған жоқ. Тыңдашы мені просто, я договорю, послушай. Сенің, во-первых, соперник твой қазақ. Тоқта, Айдос, задний не дает. Тыңдаш. Қайда, чабан. Кеттік, сен шағып тұрған. Мен ол кез шаршап тұрдым ғой менде. Мен қазақтармен шықпайым дедім ғой. Мен қазақтармен шықпайым дедім мен, конкретно. Шахбанова Зайнап, ты да. Кеттік, сенмен кеттік. Сен қазақпен шықпайын деп жатсың ғой, сен не? Мен Айдос қызық емес, сен қызық. Сен қазақпен шықпайын деп жатыр едің ғой, Қуат. Өз қойна, қазақпен шықпайым. Сен сопернигің қазақ, выбор всегда за тобой. Пацаны, давайте не материтесь, пожалуйста. Жігіттер, Қуатқа бір-ақ адам сөйлесін. Реально, ну, слишком много, брат. Қан жақтан жамылып отыр ма? Бір-ақ адам сөйлесін. Так, друзья, давайте продолжим конференцию. Анурбек, спасибо большое. Это мотиватор, Анурбек. Анурбек, салам алейкум, брат. Да. Тоже готовится совсем скоро к поединку с Мухитом. Пожелаем удачи. Вот, 6 июня. Но мы продолжаем. Мы не о том. Мы чуть, мне кажется, отвлеклись. Так, на чем мы остановились? На вопросах, да? У нас есть вопрос. Давай с Димой поговорим чуть, да? Узнаем. Жігіттер, бір минут қазір мен сопернигімді бәрін жан жақтан что-то Дим, как ты вообще там? болды, шошып жүрмеңдер. Да, я тут. Все. Тайсон шошымайды. Өзіміз кездесеміз, столын шықмайды. Осы ортада бір минут тағы да айта кетейік. Иә, осындай бойдың бәрі қызық болуы, ол зрительге байланысты. Зритель көп келсе, соншалықты біздің бой қызық болады. Қайталап айта кетейік, осы уақытқа дейін көп адамдар осындай бойлар қай жақта болады, қай уақытта болатынын білмей жатады. Сол себептен еске сала кетейік, Тикитон сайтында 9 мамыр күні сағат 17:00-де бүгінгі болатын билеттерді аласыздар. Тикитон сайтынан терсеңіздер, Құдай қаласа 9 мамыр күні сіздермен көрсететін боламыз. Ары қарай жалғастыруға рұқсат. Дмитрий, как тебе конференция? Я здесь. Я уже запутался, от кого что идет. Дима, ты самое интересное пропускаешь сейчас. Не спи. Я еще с Куатом проснулся. Еще не проснулся? Минуткадан кейін есін жинаймай тұр ол әлі. Куат тебя не разбудил, получается? Наоборот, он говорит, что проснулся. Могу помочь тебе, если не проснулся. Ребята, еще. вам тоже, походу, наушник нужен. Да, я слушаю вопрос. Как вам конференция? Как вам вообще атмосфера на матфайтинг и барысфайтинг чемпионшип? Слушайте, она как пульс. То жарко,
то чуть-чуть спокойненько, то жарко, то спокойно. Слава богу, что поднимается наверх. Это значит, все живые, все заряженные. Ожидать ли такого настроя от вас в бою уже? А там один раз поднимется и опустится уже в конце боя. Просто мы мало о вас знаем, и хотелось бы узнать, что вообще Можно, ждать от можно вас в я бою. немного, Дима просто немного скромный, вот это мой земляк. Ага. Можно о нем немного расскажу? Конечно. Потому что он как-то, Дима слабый очень. Вот. А Дима из Санкт-Петербурга, он живет с семьей, у него есть ребенок, дочка, и он просто живет, тренируется, вообще больше у него база, там, борьба. Но он такой человек, ему много раз предлагали бои, он живет, просто существует, и ему звонят, хочешь подраться, он никогда в жизни не отказывался. И вот у него такая судьба, что он просто говорит, я это делаю для семьи своей, и он приходит сюда драться, ну, для своей семьи, чтобы заработать Брат денег. мой, брат, и он никогда мы не все откажется от придерживаемся боев. этой идеологии, брат. У всех такая же проблема, такая же причина. Да. То, что мы находимся здесь, да. И что? Как? А к чему ты сказал? Нет, я говорю, он в ответе за себя, да, он за себя, наверное, думаю, Да, это да, я может просто сказать, за да? него решил просто что-то сказать, просто Я чтобы не люди против, я узнали даю его добро. больше. Ты, мне кажется, за брата хочешь мне, да? Что-то сказать или что? Да У меня нет, с твоим брат, братом не должен хайфуй, быть брат, бой. оставь. Я к Да тебе, не, у меня не, не, лично не. нету, Брат, я нет, тебя не нет. знаю даже, я Ну, просто не узнал, знаешь. что ты с моим братом должен был драться. Ну, все тогда, вот Да. и узнал. А так я просто немного про Диму рассказал, это мой земляк. Спасибо большое. Дима, я тоже как бы боец смешанного единоборства. У меня только один бой был, вот по кулачке проводил на том турнире. Это как сказать бой? Это, в принципе, там чисто разогревочный бой был. И думаю, как бы для тебя тяжелый бой будет этот. Самый тяжелый бой, кажется, будет, если ты примешь со мной именно. Ну, боев легких не бывает. Это каждый уважающий себя спортсмен знает. Я думаю, у тебя настроя нету легкие деньги заработать. Братан, мы делаем свое дело. Просто Когда один раз ты такое делаешь случай свое было, любимое это дело, плохо деньги закончилось. всегда легкие. Как? Когда ты делаешь свое любимое дело, деньги всегда легкие. Ну, твой брат почему-то по-другому сказал. Нет, он это имел в виду. Мне кажется, это не Просто ты любое. чуть-чуть не это догнал, не походу. Нет, это, мне кажется, это нелюбимое твое дело. Он говорит, типа, у него семья, там, а амбиции как бы Он другие. сказал, что он тренируется, живет, существует, ему если что-то предлагают, он никогда не отказывается. Мы тренируемся для чего? Чтобы держать тело в порядке. Правильно? Силу в руках чувствовать. Силу иногда надо показывать. Я покажу ее. Не сомневайся. Может, сейчас проверим минутку? Уже Как хватит думаешь? минуток на Как сегодня. думаешь? Уже хватит смен. Да? А остальное уже 9 мая. Там хватит достаточно времени, чтобы все сказать, показать, посмотреть и так далее. Сказать там у тебя времени точно не будет. Если есть что говорить, лучше договаривай здесь. Я вот рассказываю, что. Общаемся же. Спрашивают, я отвечаю, за меня отвечают. Все в порядке, про меня узнают. Да, и последний вопрос. Можно Дмитрию? Только что мы на конференции услышали твой рекорд 6-8. Сложилось впечатление, может быть, ты где-то отбываешь номер. Ждать ли 9 мая, что ты будешь просто отбывать номер, или же ты будешь показывать рубку? Я не знаю фразы просто отбывать номер, что это значит? Ну, драться просто подраться. Не амбиции, не за титул, просто отбыть деньги, так скажем, и все. Ну, у нас бой не за титул. Это понятное дело, что не за титул мы деремся. За деньги. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, и за деньги. Потому что мы волонтерством здесь не собрались заниматься, правильно? Это во-вторых. В-третьих, слушайте, это бой. Я приверженец такого, то что если выходишь в клетку, принимаешь вызов, нужно сделать все, чтобы не было стыдно потом за себя. Правильно? Потом с этим тяжело жить и так далее. Показываешь все, что умеешь, а там уже как Бог рассудит, так и будет. Спасибо. Иә, тамаша сұрақтар осымен тәмам болса, басқа сұрақтар болмаса, келесі біздің парамызға, келесі жұбымызға көшсек, ешкімде қарсылық жоқ деп ойлаймын. Келесі біздің жұпты таныстырып өтсек, Сеймур Рзаев және де Дастан Бекен. 70 килограммдық біздің байыстарымыз, иә. Давайте дадим слово Сеймуру, как он гость. Бірден. Сеймур, слово тебе дадут тут. Ну тут слово-то Оппонент. дают одно, он-то уже много говорил. Есть Да. вопрос, я Вопрос. думаю, пускай Да. задают. Можете да, также сразу поступить.
Дастан, ассалаумағалейкум. Сенде Сеймурмен бұл үшінші жекпе-жек. Осыған дейін 2 рет кәсіпқой бокс ережесі бойынша кездестіңдер. Екі жекпе-жекте де тең нәтижемен аяқталды. Енді Намат лигасының ережесі бойынша қандай нәтиже болады деп ойлайсың? Тағы да осы бір тарих қайталануы мүмкін бе, әлде жеңіске жетіп, осы сәттің нүктесін қоясың ба? Уағалейкум ассалам. Ассалаумалейкум, Сеймур. Добро пожаловать в Казахстан. Орысша жауап берсем дұрыс деп ойлаймын, брат. Давай. Өйткені ол түсінетіндей. Переводить? Енді қазақша айта берейін. Бірінші бой, екінші бой, екеуміз төбелестік, екеуден ничья болды. Менің ойымша ол жақта оған судьялар көмектесті. И үшінші бойда ондай болмайды деген үміттемін. И Сеймур, третий раз тебе в Казахстане судьи не помогут. Енді ол кезде кәсіпқой бокста 8 раунд 3 минуттан шықтыңдар ғой. Ал бұл жақта ереже бойынша 3 раунд 2 минуттан. Бұл аз ғана уақыттың ішінде бір нәрсе жасап үлгересің бе? 4 раунд 3 минуттан болды бар, 2 бойда, иә, қателеспесек. Иә, кулачкада бәрі тез ғой. Ол төбелеседі, мен төбелесем. Бұл жекпе-жекте ол жеңсе де, мен жеңсем де андай бір победитель жоқ деп ойлаймын, өйткені бұл бойда көрермендер жеңіске жетеді деген үміттемін. Мұхамеджан, және өткен шоуда айтқан болатынсыңдар, 2 минуттан 3 минутқа ұзартылады деп, сол шешім ресми қабылданды ма? Ресми қабылданды, бірақ өзіміздің бөлек келесі турнирімізден бастап. Өйткені бұл жерде біз бірігіп Барыс Fighting Championship өткізіп отқан болғандықтан, өзгерістер ондай әлі қабылданған жоқ. Барыс демекші, осы Барыс туралы сұрақ қоя кетсем, бұл сіздерде бір реттік шоу ма, әлде осы 2025 жылға нақты 5-6 шоу өткізу жоспарланған ма? Жоспар туралы айта өтсеңіздер. Иә, өте орынды сұрақ. Осы жерде айта кетсек, біз жаңадан ашылып жатқан лига болғаннан кейін біздің еліміз, жерімізде тек қана бір ғана лига шоу емес, бірнеше шоу лигалар бар. Солардың қатарына біз мінекей Намат Файтингпен қосылып ілесіп келе жатырмыз. Яғни біздің алдағы уақытта бұнымен тоқтамаймыз. 25 жылға бізде қолай амандығын берсе 3-4 бой турнир өткіземіз деген ойдамыз. Әрине оның бәрін біз алдағы уақытта жақын арада өзіміздің жеке сайттарымызда, жеке өзіміздің YouTube каналымыздан айтып отырамыз. Алдағы уақытта план бар. Тек қана Алматыда емес, Қазақстан бойынша турнир жасауымыз да мүмкін. Ал осы дебюттық жекпе-жек кешін өткізуді не үшін бірлесе жасауды таңдадыңыздар? Әрине, ол жаңа ғана Мұхамеджан айтып өткендей, біз бір-бірімізден көре алмасақ, онда ешқандай өсім болмайды. Мысалға, жаңағыдан өсіп келе жатқан лигаларға біз жай ғана бейтіп сырттан қарайтын болсақ, ол сол жерде қалып қояды. Біз мінекей қанша жыл бойы осы біздің елімізде бой көтеріп келе жатқан Намат лигасымен бірге енді опыт алмаса деген сияқты біз жас лигамыз алдағы уақытта бірге жұмыс істеп, осындай дүниелерді неге істеп көрмеске деген эксперименталды түрде бастаған болатынбыз. Соңғы сұрақ, Барыс деп не үшін таңдадыңыздар атауын? Барыс, енді бәрі біледі, ол рухтың, батырлықтың, ерліктің символы. Барыс ол енді біздің қазақ елімізде, жерімізде көп мекендейді, бірақ ол қызыл кітапқа енген асыл тұқымды жан-жануар. Оның бірінші мақсаты тек қана жеңіс екен. Өмірде күресу үшін тек жеңісті ғана таңдайды екен. Сол себепті бізде бәрінде жеңіс болсын деген ниетпен Барысты таңдадық. Мысалға, жеңіс деп айтатын болсақ, мына жақта отырған тек қана барша жігіттер, батырлар ең басында келгенде жеңіс үшін келді. Тек қана олар емес, кадрдың сыртында жүрген азаматтар да, азаматшалар да бәрі жеңіс үшін жүреді. Яғни қандай да бір жетістікке жету үшін жеңіс керек. Яғни Барыс Файтингпен бірге жеңіске жетіңіздер деген мақсатымыз осы. Рахмет. Рахмет. Сұрақтарды жалғастырайық, бізде Дастанмен. Можно пару слов сказать? Можно? Я пару слов скажу. Алло, спрашивали насчет Барс Файтинг, туда-сюда название, да? Если вы хотите понять полноценно, что такое Барс Файтинг, посмотрите на амбассадора этой лиги. Я здесь сижу, я олицетворяю этого зверя, этого животного. Я редкий, я конкретный, и я здесь буду держать газ в пол и нормально здесь засяду, короче. Можете смотреть на меня и поймете, что такое Лига Барс. Зверь, ты говоришь, брат? Өте жақсы, өте жақсы. Зверь, да, ты, брат?
Я хищник. Базар нет, ты хищник. Зверь. Охотник здесь я. Плотоядная. Охотников не имеем. Знаешь почему? Потому Охотник что я здесь в я. Красной книге, где я обитаю, охотники до туда не доходят, у них не В хватает красной смелости. книге обитаешь, тебе не надо Я туда драться. не обитаю, они до туда в жизни не Если дойдут. ты дерешься, значит ты не в красной книге, значит ты мясо. Даже. 9 мая, ребята, 9 мая. У нас продолжаем, да, серию вопросов для Сеймура, возможно, да? Сеймур, здравствуй, Сеймур, салам алейкум, добро Валейкум пожаловать в салам. Казахстан. Расскажи, ты ранее выступал уже здесь у нас, или же это первый раз? Я первый раз вообще в Казахстане. Какие впечатления у тебя от конференции Алматы и Казахстана в общем? Ну, сначала скажу, что вот сама Алмата, когда я заехал, я родился в Азербайджане, до 5 лет там жил, в поселке Баку, Гобустан называется. И так получилось, что я вот очень давно туда не ездил, уже лет 10-15. И когда я вот сюда заехал, я как будто почувствовал, что я на родину приехал. И сразу позвонил домой, сказал, что хочу после боя остаться на пару месяцев здесь, пожить, потренироваться. И люди на улице, я вот самое главное заметил, что чем отличается, да, например, от моего города, там, когда ты подходишь, что-то к человеку обращаешься, там, просишь, он сразу тебе жмет руку и с таким теплом. Вот у казахского народа есть вот это тепло, я его сразу почувствовал, поэтому именно по этой причине я хочу приехать сюда и здесь жить. Спасибо, очень приятно. Да, как раз таки вопрос такой созрел сразу. Получается, после боя с Дастаном тебе очень важно, наверное, закрепиться тогда в казахстанской индустрии. И насколько теперь тебе важно победить Дастана? Ну, я вот хочу двигаться. Мне очень нравится организация. Вот. Суммы мне не важны. Я немного другой человек. Я здесь ради своего интереса жизненного. Вот у меня есть путь. Я этот путь прохожу, а деньги — это... Как сказать, деньги — это не проблема, потому что у меня их нету, но у меня есть рядом люди, у которых есть деньги, поэтому я не беспокоюсь за деньги, я просто живу, тренируюсь, и сейчас я конкретно последние 2 месяца сфокусирован на этом бою. Предыдущие 2 боя свои я отбился с Дастаном. Последний наш бой был в мае, и прошел ровно год. Год я после последнего боя уделил внимание своей внутренней жизни и очень сильно изменился. И последние 2 месяца я очень сильно сфокусировался на этот бой. Я создавал причину, чтобы Всевышний дал результат. Вот. И конкретно по Дастану я просто скажу одно, что я выйду 9 мая на арене Баулак. Балуан Шолака, да, и просто размажу его, и все. Ты и в первом бою говорил, что размажешь меня, и во втором чуть сам не размазался. Так что, брат, не будь многословен. Да, был вопрос еще один, но как раз, я думаю, Сеймур уже почти ответил на него, но задам. Дастану задавался этот вопрос и задам тебе его. У вас были 2 ничьи, будет ли в этом бою поставлена все-таки точка? На этот бой я выхожу просто убиваться. Никакой ничьи, никакого равного боя. Все, что бы там ни проходило, я уже 9 мая сюда приеду победителем. И неважно, какой будет результат. Результат от Всевышнего. Но я обещаю публике, что я буду идти на рожон. Либо я упаду, либо он упадет. И немножко не о бое, а о твоем брате. Давно его не было видно, но мы услышали сегодня о том, что он находится в СИЗО. Вообще, мог бы ты рассказать о его сейчас положении, когда он вообще выйдет и ждать ли его вообще, в принципе, в смешанных единоборствах? Честно, вот из-за брата у меня вот как раз этот переломный момент случился. Осенью его посадили в ноябре. И посадили как бы за драку, но конкретно в драке, с кем он подрался, человек не имел к нему претензий, потому что он тоже с ним дрался. Но его судили не за эту драку, его судили конкретно по причине в лиге, в которой я дрался, которые выложили этот материал, а мы просили этот материал не выкладывать. Каждый из нас, мы все кардинально друг от друга отличаемся, но каждый из нас в жизни совершает ошибки. Давайте это будем признавать. И Джавид совершил ошибку, хотя он не то имел в виду. И они решили на его ошибки пройти по его голове,
то есть как-то его, не знаю, отпустить на дно, я не знаю, для чего они это сделали, они выложили это видео, и конкретно после этого видео у Джавида в интернете началось большое осуждение. После этого он приехал в Кыргызстан, потом и как раз хотел 30 ноября подписал контракт драться в Намаде в Казахстане. И он очень сильно готовился, но из-за того, что публика его очень сильно, как же это слово, хейтила, очень сильно, он погрузился в это, ему стало очень плохо, и вот это плохо привело его, что он начал творить очень глупые, необдуманные вещи. Но я знаю, что он там сейчас исправился, он мне звонит, пишет, что он хочет быстрее вернуться, хочет приехать в Казахстан и отбиться уже, потому что за этот бой он уже и получил аванс, но так получилось, Всевышний так расположил. Я считаю, что вот этот момент, который мы с ним прожили, он был там, я был дома, но мне дома, наверное, было хуже, чем ему. Вот, потому что я наблюдал, как моя мать... Давайте поддержим Сеймура. Давайте, пожалуйста, вот, я, в принципе, все объяснил по поводу него. Спасибо, да. Әрине бойдан алыс кетпей қояйық, бұл жеке өмірге байланысты заттар болғаннан кейін бұған араласудың бізде құқық жоқ. Сол себептен бірден сұрақты кішкене Дастанға қарай ауысайық. Дастан, ассалаумағалейкум, тағы да қош келдің. Енді бағана басталған кезде бір шоу жасаймын, бірдеңе көрсетемін, бірдеңе ойым бар, алдағы бойға деген геймпланым бар деген сияқты бірдеңелер айтып жаттың. Осы жерден өз ойыңмен бөлісе кетсең. Алдағы ойым, Алла қаласа, орында тұрып төбелесу Сеймурмен. Бұрынғы Дастан жоқ қазір. Аяқта істейтін. Қазір орында төбелесіп Сеймурмен. Кулачкада жаңа ол айта кеткендей, либо я, либо он, пан или пропан. Газ. Тамаша. Бойда қан, төгіс бәрі болады дейсіз ғой, жүгіру. Иә, бұйырса, либо оның қан шашылады, либо менің қан шашылады. Бірақ мен бойда жеңіске жетуім керек, өйткені Алла қаласа бұл бойда менің өмірімде екінші рет қана әкем келеді бойға. Бірінші рет ол Ануарбекмен төбелескен кезде келді, екінші рет осы бойға келеді. И мен ол бойда әкемнің көзінше никак ұтылып қала алмаймын. Сол үшін мен қолымнан келгенін жанымды берсем де мен сол бойда ұтуға тырысамын, Аллах қаласа. Әрине, басын жерге қаратпаймын деген ниетің до конца кетем деп тұр бізде Дастан Бекен. Жаңағы айтқандай, барыстың мақсаты тек қана жеңіс, екі барысқа тек сәттілік, жеңіс тілейміз. Ну что, друзья, пожелаем удачи спортсменам. И перед тем, как перейдем к следующей паре, я бы хотел напомнить, что билеты еще доступны на сайте ticketon.kz. Приобретайте их. Турнир будет жаркий. Вечер наверняка останется в вашей памяти на всю жизнь. Поэтому ждем вас 9 мая во Дворце спорта имени Балуан Шолака. ticketon.kz. Там можно приобрести билет. Начало турнира в 17:00 по времени Астаны. Это грандиозное событие коллаборации двух лиг, Борис Fighting Championship и Намад Fighting. Ну, у нас на очереди следующее противостояние. Бабур Абдулазиз, мы не дадим тебе заснуть все-таки, поэтому переходим к вам. И Канат Канский фестиваль Кульмагомбетов. Давайте им поаплодируем, поприветствуем. И первые вопросы, если есть, подходите к микрофону, задавайте. Я бойдың басы бізде негізі жеңіл басталады, бізде керісінше бойдың басы такой энергетикамен басталды, соңғы жағы бейтіп бара жатыр. Енді біз жігіттер өздері оталдыратын шығар деп ойлаймын. Канский фестиваль, Бабур мырза деген сияқты. Иә, өздерден үміт күтіп отырмыз. Соңғы жағын бір жар жіберсеңіздер, сіздер қолда жіберсеңіздер екі азаматқа, екі батырға. Сұрақ болса қоя беруге рұқсат. Бастап кетейік. Ассалаумағалейкум, Қанат. Сенің өткен Али Сафаға қарсы жекпе-жегің сенің тарапыңа жеңіске жете алмадың, өкінішке қарай. Не жетіспе сол жекпе-жек, сол туралы айта өтші. Ассалаумағалейкум, бауырлар. Бұл жекпе-жекте енді соперник, үш соперник ауысып кетті. Енді мен ойладым, негізі түрлі жекпе-жекке шықпай қалады жарым деп. Не знаю, не жетпей қалған. Может, настройда емес әңгіме просто. Қосылған жоқым да, кішкене поздно да, менде сол баяғы сол. Думаю, Мен негізі ММА-ның жанкүйер ретінде сенің ММА-дағы кулачкадегі стиліңді түсіне алмадым. Өзің стиліңді қалай айтасың сен? Қандай стиль сенде? Стиль ма? Канский деген стиль ғой. Түсінікті. Енді кеше Бобурдың нокаутын көрген шығарсың. Алаш Прайдтың чемпионы болды жақында. Настрой қалай,
қандай жоспар, нокаут күтеміз бе? Бұйырса, енді жесткий бала, жесткий төлеседі. Сондай жекпе-жек негізі керек болып жүр бізге де. Мықтылармен төлескен жалпы маған ұнайды. Өзім негізі мықтылармен негізі ашыламын да. Осы жекпе-жекте либо он, либо мен екеумізден біреуіміз ғой, Құдай қаласа. Алашбайда жекпе-жегін көрдім. Енді ол жекпе-жекте соперник қорыққан сияқты, қорқып шыққан сияқты көрініп тұр. Ертең қорықпаймын емес мұнда деген. Адам адамнан қорықпайды ғой. Мына чисто спортивный интерес. Қалай келсе дәл солай отвечать етеміз ғой рингте. Бобур қазақша түсінеді ғой? Бобур, енді сенде соңғы рет Алашбайда жекпе-жек өткіздің. Бұл жерде енді тек қана жұдырықпен жұдырықтасу, қолмен ғана. Сенде настрой қалай? Өткен соңғы жекпе-жегіндегі нокаутты тағы да қайталай аласың ба қанатқа қарсы? Assalomualaikum hammaga. Bilmam endi u bo'yda nokaut qilaman deb chiqmaganman. Ochkodami, pachkami, nokautmi, ne bo'lsa-da yutishni xohladim, победа. Yutishni xohlayman, ne bo'lsa-da. Осы лигада алдағы уақытта Шерзотпен реванш жасауға көзқарасың қалай? Sherzod bilan, xohlayman, revansh bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sherzod bilan revansh bo'lish uchun avval bundan o'tib olishim kerak. Agar bundan o'ta olmasam, revansh bo'lmaydi. O'tsam, revansh bo'ladi. Рахмет. У меня вопрос к Канату. Канат, после боя с Харуном, когда у вас 3 раунда было, ну, сколько мы с тобой общались, ты всегда говоришь 5 раундов, Харун говорит 3 раунда. У меня вопрос, мы придем к общему или нет? Будет реванш? Реванш будет, смело будет. Тот раз в прошлом бою Харун, он знает, ему как было раньше, в прошлом. Третий бой, третий соперник когда. Просто у меня ну, такое предложение. Он не приехал же. Нет, смотри, у меня предложение такое, да, Кана? Для Харуна и для тебя. Харун, можешь подойти, пожалуйста? Чтобы сразу сейчас возле публики решить, если мы будем этот бой делать, давай, Харун, ни тебе, ни Кане, 4 раунда сделаем этот бой. Какие 4 раунда? Так нельзя проводить. Ты чё? 4 раунда. Нет, вообще просто это. 4,5 десять. Да. Не, давай решим. Ты готов 5 раундов с Ханатом? Следующий карт. Если Ханат выиграет, ты выиграешь. Давай, погнали. 5 раундов. Погнали, 5 раундов. Ну, я думаю, все, этот вопрос решили, да, Хана? Все, конечно, смело. Я раньше мен саған айттым ғой сразу, 5 раунд төлесек деп. Или что, минутку сделаем с Харуном? Я думаю, будет интересно народу. Да. Минутку дейсің ба? Данный момент... Харун, что скажешь? Нет, ну смотри, если хорошая минутка будет, 100 тысяч спонсора дадут. Почему хорошая, брат? Есть уже элиты дерутся, брат, они с публики. Короче, былай онда. Бұйырса, давай битик. Сейчас чуть-чуть весогонка, туда-сюда. Құдай қаласа. 5 раунд па? Вот 5 раундта мен конкретно пустим оған. Скажи, 5 раундов? В этом карте, ну, сколько раундов он дерется? 3 раунда. А я чем тебе не нравлюсь, брат? Нет, мы уже изначально мы договорились с ними. Кана, смотри, мы же когда дрались, ты уверенно знал, что там 3 раунда. Ты уверенно знал, и мы подрались, брат, и мы пришли к общему мнению, что ты, типа, якобы не знал это, ну, он говорит так. Типа, он хотел 5 раундов, ты, ну, типа, не знал, говорит. Исламбек говорит так. И... Давай. А сейчас я готов на 5 раундов. Давай сделаем так. Следующий бой, погнали 5 раундов. Давай сделаем так. Я не знаю, почему сейчас подняли этот вопрос даже. То, что прошлое, вот это поднимать, я не знаю, что людей подставлять деген сияқты. Прошло, кім өткен зат өтті ғой, в общем. Самое главное, ендігі стадионный турниру қашан болады? 5 раундқа дайындал, бұйырса 5 раундовый бой. Не, давай 3 сделаем, брат. Там же пояса нету. Зачем эти 5 раундов? Там нам много не заплатят за это, брат. Ты понимаешь? Нам за 5 раундов дадут бабки, как за 3 раунда, брат. Понимаешь? Ты просто здоровье хочешь свое оставить там. Для него принципиально, Харун, понимаешь, и стратегически важно 5 раундов, ты думаешь, я уже не вытяну, брат. Я готов сейчас Харун, 12 раундов слушай, боксировать. ты мне честно скажу,
мне с тобой подраться вообще неинтересно. Подраться Честно. имеется в виду выйти, показать Вообще- бой вообще имеется. говорю, Подраться да. ты туда, тут не уходи туда, за грани не надо, зачем драться, не драться. Драться в моем понимании это выйти, показать бой. Это в твоем понимании. Как неинтересно, если ты бой проиграл, а он выиграл, и у него какой интерес? А ты кто вообще? Я его тренер, какой Тренер? интерес у него, если он тебя выиграл, а ты проиграл, брат? Ты говоришь, ты вообще не интересен. Ты тренер, ты мне тоже не интересен, да? Я понимаю, если я там сидел бы сейчас, может, сейчас по-другому разговаривал бы. Но из-за этого закроем тему. Давайте, брат, послушай, брат, вот Исламбек, Ага. вот где октагон? Октагона нету пока, октагон вот здесь будет, брат. И погнали, брат, вот по каналу договоримся и погнали. Хочешь 7 раундов, хочешь 8 раундов. 8 раунд или 5 раундов, я не Әрине, понял. вроде былай, Канский келіскен сияқтымыз ғой, бойдың Келістік, қандай жігіттер, мында жолда деген, өтетінін то, оны что я алдағы уақытта говорю, кетеміз. то, что я говорю, подеремся, это в рамках спортивного интереса, жігіттер, всегда. Не надо думать, далада, улица. Здесь то, что прошло, вот это вот поднял тему, да, өткен зат өтті, 3 раунд па, 5 раунд па. Здесь следующий турнир, как бы не было, если тебе это интересно со мной, Мне не Иван? интересно, тебе интересно, ты проиграл. Нет, лиге, наверное, интересно. Тебе если не интересно, я не дерусь. Ну вот и все. Ал, жігіттер, Всё, относимся без- к уважению, нет, конечно. успеха. Көрсетті, бүгін бой бізде Канский мен Бабур Мырзаның ортасында болғаннан кейін екеуі мүлдем сөйлеспей қалды. Екеуі бір-бірлеріне жайлы ой айтсын, 9 мамыр күні екеуі төбелесе, солай емес пе жігіттер? Кәне қолдап қояйық екі жігітті, екі батырды. Қанат Мырза, енді өзіңіз жауап берсеңіз, бір сұрақ қоя кетсек. Сіздің енді алдағы уақытқа енді Бабур жай ғана боец емес, қойып кетті. Өзіңіз де білесіз, сіз зерттейсің адамсыз, тамырыңызда қан жүгіріп жатыр, оны бұрыннан көріп келе жатырмыз. Алдағы бойға геймплан бар ма? Геймплан бұйырса, Құдай қаласа, 2-3 раундта көрсетеміз ғой жекпе-жекті. Бабурдың өзі де біліп отыр ғой, қалай болатынын, қалай екенін. Солай емес па? Болды. Яғни қан төгіс болады дейсіз ғой, 2-3 раундта құр жүрмей. Енді қан төгіс болады деген. Енді ол қандай мағына, сыртқы мағына емес, ішкі мағынада ғой. Ішкі мағынада. Бой болады деген сөз ғой. Енді жігіттерге айтайын, жігіттер, дерзкий бой болады. От меня лично дерзкий болады. Бабур, ваше мнение? Пару слов, пожалуйста. Гапga qo'shilaman, дерзкий бой bo'ladi, брат. Жесткий бой bo'ladi, брат. Бабур пресс-конференцию Сулеймит. Да, у Бабура когда не дерзкий был? Бабур не разговаривает, он только показывает шоу на face-to-face и уже во время самого боя, мне кажется. Поэтому, если есть еще к нему вопросы, давайте зададим. Если нет, мы уже готовы, думаю, перейти к стердаунам и таким образом перейдем уже к мейн-карду. Дұрыс, қысқа сөзбен қайырайық. Бәрі түсінікті болған сияқты. Ортақ бір шум беріп жіберсек, кәнекей, ортақ өтейік. Спасибо спортсменам. Давайте будем готовиться сейчас к нулевому раунду, официальному стардауну, который мы проведем сейчас. Прежде я расскажу о тех партнерах, которые поддержали нас с этим мероприятием. Это Тасай Energy, твой надежный источник силы и энергии. Будь на высоте своих возможностей. Тасай Energy – это чистая энергия. Также Салам Бро, бургеры для настоящих чемпионов. Мягкая булочка, сочная котлета, тянущийся сыр. Все это в одном укусе. Салам Бро, отпразднуй победу со вкусом. Ждем тебя на Абая 91. Также Жана Пост. Купи товары из Китая по доступным ценам и получи их без проблем. Жана Пост. Витаман. Продукт номер 1 в Казахстане для усиления мужской силы. Витаман для настоящих мужчин. Также Намат парфюм – это не против парфюм, это символ силы и успеха для тех, кто верит в свою победу, кто не боится быть лучшим. Ну что, друзья, я еще раз напомню, что билеты на стадионный турнир вы можете приобрести на сайте ticketon.kz. Начало турнира в 17:00 по времени Астаны на арене Дворца спорта Булуан Шалака. Бабур увлекательно играет там в челлендж. Вот, ну что, друзья, давайте поддержим спортсменов и начнем наш официальный стердаун. Уважаемые зрители, прямо сейчас мы проведем первый официальный стердаун. Это нулевой раунд, битва взглядов, психологическая атака. И мы приглашаем с удовольствием первую пару, которая откроет турниры. Выступят ребята в среднем дивизионе. Давайте их поприветствуем. Первым приглашается Усян
Султанов. Бірінші болып өнер көрсететін біздің батырымызға жақ ортада Үсен Султанов. Встречайте его соперник по прозвищу Зло Азамат Бакыта. Оның қарсыласы Азамат Зло Бакыта. Разошлись на улыбке. Әнеке, қолдап қояйық жігіттерді, біздің батырларды қатырақ қошемет тұрып қояйық. Осында отырғаны жай отырмаймыз. Итак, друзья, следующая пара легчайший дивизион. Первым приглашается Ернар Хусаина. Келешіпті ортаға қарсы алайық. Ернар Хусаина. Встречайте его соперник Куат Аймухамбетов. Және оның қарсыласы Куат Тайсон Аймухамбетов. Итак, внимание, следующая пара полусредний дивизион. Первым приглашается Адильжан Атос Сантыбеков. Үшінші болып бастап шығатын біздің ортамыздағы батыр Адильжан Атос Сантыбеков. Встречайте его соперник Тимурлан по прозвищу Парс Пирмата. Және оның қарсыласы Тимурлан Парс Пирмата. Пожелаем спортсменам удачи в их противостоянии. Следующая пара – это легкий дивизион. Первым приглашается Дмитрий по прозвищу Камикадзе Яковлев. Төртінші топ жеңіл салмақтағы біздің батырымыз Дмитрий Камикадзе Яковлев. Его возможный соперник, который страхует это противостояние против Хумаюна Туктамурадова. Давайте поприветствуем его. Сагнай Шуко. Әрине, оның байысы бүгін келмей қалғандықтан, оның жанында қазір бөлек байыс ортаға келіп отыр. Қарсы алыңыздар, Сагнай Шуко. Внимание, друзья, следующая пара стадионного турнира – это легкий дивизион. И первым приглашается Сеймур Рзаев. Келесі бесінші топтағы жеңіл салмақтағы батырымызды қарсы алайық. Ортамызда Сеймур Рзаев. Поприветствуйте его соперник Дастан Пеке. Және оның қарсыласы Дастан Пеке. Дайте шуму спортсменам. Бетоза істеген бізде ол өте маңызды сәт. Бұл жерде де өзін ерлікті, өзін рухты қып көрсету керек. Жігіттерге бір қошемет тұрсып қояйық, әне көтеріп қояйық. Дастан және де Сеймур. Желаем спортсменам удачи. Следующая пара полусредний дивизион. Первым приглашается Бабур по прозвищу Горилла Абдулазиз. Және де Оскар таяқтайтын соңғы алтыншы жұп Бабур Горилла Абдулазиз. Внимание, его соперник Канат, он же Канский фестиваль Кульмагамбетов. Оның қарсыласы батыр Канат, Канский фестиваль Кульмагамбетов. Жақындама дедім саған.
Не понял. Раундда қуған келеді, айтшы. Нешінші раундта 2 ма 3 па? Сөз бер. Сен айт, нешінші раундта қуған келеді? Сен сөз бер. Қалай сөз бер? Нокаут хочешь как? Бұйырса нокаут қыламыз. Бұйырмаса тер, одна. Бұйырмаса, Конференция особо басында нешінші раундта? Білмейміз, айтшы. Нокаут туралы әңгіме қозғалды ма? До конца айтшы енді. Давай до конца. Неше енді? Давай до конца. Нешінші раунд? Давай до конца. 3 раунд, давай. 3-ші раундта? Жесткий бой көрсет. Все, давай. Смело. Смотри. Алда қарай. Друзья, ну что, мы желаем спортсменам удачи. Я еще раз напомню, что турнир пройдет 9 мая на арене спортивного комплекса Балуан, Шолак. Нас ждут невероятные противостояния. Это коллаборация двух лиг: Борис Fighting Championship и Nomad Fighting. Прямая трансляция будет доступна на ТВ Live EQ Arena. И билеты, кстати, можно приобретать, пока еще они в доступе, они еще есть на сайте ticketon.kz. Ну что, а мы прямо сейчас потихонечку будем переходить к главному карду турнира.